Мы хотим провести такое небольшое мероприятие в режиме диалога. У меня будет к вам очень много вопросов, и у вас должно быть очень много ответов. Посмотрим, кто из вас самый яркий, талантливый и обладает большими знаниями. Мы проведем с вами викторину. Будем рассказывать вам что-то о национальных традициях и задавать вопросы. Кто правильно ответит на наши вопросы, мы приготовим для вас подарки. Это не для того, чтобы продать вам, а чтобы подарить вам. Но подарить не всем, а только самым активным. Кто из вас слышал, сколько в России живет народов? Ну, взрослого спросим. Нет, давайте детей попросим. Вот в черном девушка. 190. 190. Хорошо, принимается ответ. Более 190 народов. Это правильный ответ. Теперь я перечитаю названия народов. Если вы о них что-то слышали, поднимите руку. Мне нужно знать, знаете ли вы о народах России. Калмыки. Есть у вас калмыки? Есть. Да? Хорошо. Мама калмычка, дед калмык. Хорошо, дальше. Греки. Есть греки? Есть среди вас кто-то с корнями греческими? Нет. Хорошо. Так, немцы. Так, знаете, немцы. Немцы я спрашивал в другой школе, в этой спрашивать не буду. Там знали. В России по официальной переписи 2010 года насчитывалось более 67 тысяч. По неофициальным данным около 300 тысяч. Запомнили? Дальше. История отношений курдов и России насчитывает 4 столетия. И во многом благодаря или из-за взаимодействия, из-за войн между Россией и Османской империей, Российской империей и Османской империей, Российской империей и Персидской империей. На стыке этих империй проживали курды. И очень часто курды поддерживали Россию в этих войнах. И поэтому поток курдов после этих войн перемещался в Закавказье. Историческая родина курдов – это Анатолия и Месопотамия. Слышали кто-нибудь о Месопотамии? Вот. После распада Османской империи Курдистан был разделен на 4 части. Курдистан сейчас расположен в Турции, Сирии, Ираке и Иране. То есть государства Курдистан не существует, есть автономия курдская, но сам Курдистан расположен на территории 4 государств, на стыке 4 государств. А теперь мне нужен из вас эксперт по курдским костюмам, который попытается рассказать мне об особенностях курдских костюмов. Пожалуйста, вставайте, представьтесь. Ясмина, расскажите, что вы поняли из того, что увидели? Много узоров, в основном красный, желтый и синие цвета. Что еще? На воротнике... Нет, основной цвет есть, допустим, синий, но на воротнике и на рукавах есть отдельные полоски на некоторых костюмах. Сверху самих... девушки ходят в платьях в основном, без юбок, в длинных платьях. И сверху они могут что-то одеть, то есть что-то по типу халата. Да, накидка. Мужчины могут тоже что-то сверху накинуть, накидка тоже, но в основном у них без накидки, то есть девушки с накидками, а они без. Что еще? Молодец. Сейчас я вам покажу, как курды завязывают платок на голову. Посмотрите внимательно, вам нужно будет сделать то же самое. Вот так завязывают ребята. Запомнили? Это очень просто. Назад. Закинь. Закинь ее голову. Правый налево, левый направо. Вот. Нет, вот, держи. Так, хорошо. Вот так шеи. Так, на лбу.
Вот настоящий курдский юноша. Так. Есть? Есть. Все. Молодец, снимай. Держи. Карту. Я не буду больше. Так. Отлично. Молодец. Молодец. Может быть, сядешь? Сейчас тоже попробую. Надя, давай его. Закрой себя. А где твои брови? Все, хорошо. Ну, с распущенными волосами. Ну, почти, почти. Тут различные истории, тут и это и комикс, и раскраска, но здесь есть особенность. Тут не только рассказ о традиции какого-то народа, о быте, укладе, но у нас еще проводится конкурс рисунков, всероссийский конкурс рисунков. Если вы примете в нем участие и победите в нем, то рисунки 3 победителей, они будут также опубликованы в этом комиксе, в новой серии. Вот, например, вот история. Кто может найти, где находится рисунок нашего победителя? Вот на черно-белом фоне вот этот рисунок девочки из Краснодарского края. Она победила, и ее рисунок в сюжете запечатлен, как в качестве картины на стене. Так, сейчас я слово предоставлю своей помощнице, Шушан. Она вам расскажет о национальных инструментах. Я всех приветствую, я Шушана Ахметова, студентка аграрного колледжа 3-го курса. Также я представляю комитет по делам молодежи ФНК. Я расскажу вам о некоторых курдских инструментах, что используются в традиционной музыке. Зурна главным образом используется для исполнения фольклорной музыки во время народных праздников. В основном вытачивается из древесины абрикоса, ореха или тутового дерева. В качестве же солирующего инструмента зурну в составе ансамбля или оркестров используется для исполнения некоторых танцевальных мелодий. Музыкант, играющий на зурне, называется зурнаван. Широко распространен инструментальный ансамбль 3 музыкантов, в котором зурнаван играет мелодию, другой вторит ему долгими протяжными звуками на главных ступенях лада, а третий вбивает разнообразную, сложную, варьируемую музыку на ударном инструменте дахоли. Вот наш мэй по-армянски это дудук. То есть это не то, что кому-то конкретно принадлежит. Многие инструменты, тамбур не только курды играют, многие народы играют. Но у всех народов он по-разному называется. Это инструменты этих народов. Так, идем. Как вы думаете, вот есть такие инструменты духовые, ударные и струнные. Знаете, да, чем они отличаются? Духовые, то, что мы дуем, ударные, когда мы бьем, и струнные, инструменты, имеющие струны. Как вы думаете, какие из инструментов древнее? Духовые, ударные или струнные? Духовые считаете вы, так? Струнные? Духовые? Духовые? Духовые. Ударные инструменты, правильно. Ударные инструменты это самые древние. Древние люди, они еще не умели, не знали, как дуть, как издавать звук, но они умели бить палкой, бить камешком. Кто знает, где находится, на каком материке находится Бразилия? Руку поднимаем.
Кто знает, на каком материке находится Бразилия? Южная Америка. Южная Америка. Молодец, держи. О, спасибо. Как курды оказались в России? Россия воевала с Османской империей, а также с Российской империей. Так, Пришли из разных стран, часто помогали России. так. В итоге Россия приняла Правильно. Гуват повествует исторические сюжеты былин о сражениях и отважных героях, воспевает силу любви и красоту традиций, раскрывает духовность и национальные ценности народа. По сути, это рассказ, в котором движения заменяют слова. Существует более 400 видов гуванда, каждый из которых обладает яркой индивидуальностью. По исполнительскому составу почти все виды гуваты – это групповые танцы. Его идея состоит в коллективном эмоциональном самовыражении. Традиционный рисунок варьируется в зависимости от региона. Чаще можно увидеть круг, полукруг и прямые линии. Отдельные виды гуванды исполняются исключительно на месте. Танцы также отличаются по энергетике. В разных регионах Курдистана энергетика танцев тоже разная. Гуванд разделил нелегкую судьбу своего народа и смело противостоял каждому удару, нанесенному по культуре. Он сумел сохранить и защитить будущим поколениям исторически значимую память. Его сакральный вклад заложен в каждой грани хореографии. Мы едины, мы вместе, мы одно целое. Ладонные, мизинчиковые, поясничные, плечевые. Шаг вперед, правильно. Так. Кто из ряда танцоров имеет право танцевать не так, как все? Руку поднимаем. Кто первый? начинающие танцоры и заканчивающие. Да, первый и последний танцор. Шаг вперед. Кто-нибудь запомнил, когда показывали видео, как называется женский головной убор? На букву К. Кофи, да. Держи. Где расположен Курдистан? Вот сейчас в каких странах он оказался? Турции, Иране. В какой аравийской стране? Ираке и? Сирия, правильно, шаг вперед, шаг вперед. Так, Сирия, Ирак, Иран, Турция. Так, хорошо. На этом мы мероприятие заканчиваем. Секунду. Старайтесь принимать участие в конкурсе рисунков. Все участники конкурса рисунков, все участники, они будут награждены. Поэтому можете воспользоваться этой ситуацией. Тот, кто не смог ответить, к сожалению, жизнь такова, что, может быть, не все получают подарки, но самые из вас активные, самые смелые. Всего доброго, до свидания.